вечора, хайырлы akşamlar. Bugün yayının ATR'de sonki saati. Ми і далі будемо говорити і російською, і українською мовою в цих блоках. Дві основні теми цих днів – це нові удари російської окупаційної влади по кримськотатарському руху і по проукраїнських голосах в Криму. Це вже п'ятий день затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу і реакція світу на ці закиди, коли політиків, окрім нього, затримали ще 4 кримських татар. Фактично, політичному лідеру кримських татар в Криму і ще 4 хлопцям закидають кримінальні злочини, нібито диверсію на газогоні в Перевальному. Хоча на світ це не справляє враження, і всі реакції, які ми бачимо, вони чітко кажуть про політично вмотивовані дії по відношенню до лідерів кримськотатарського народу. І також останні ініціативи України, вчорашнє провальне голосування по зверненню до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні статусу особливого партнера поза блоком НАТО. Зараз у нас на зв'язку Раміс Юнус, американський азербайджанський політолог, колишній керівник інформаційно-аналітичного відділу апарату президента Азербайджана. Добрый вечер, Рамис Бей. Я перехожу на русский язык. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вітаю вас. Дякую за запрошение. Алейкум салям, Рамис Бей. Первый вопрос – это вчерашняя попытка украинского парламента обратиться к Конгрессу Соединенных Штатов Америки для получения статуса союзника вне блока НАТО. Верховная Рада Украины провалила это голосование. Есть разные мнения. Вот было мнение российского разведчика в США Юрия Швеца, который говорил о том, что это было важно получить этот статус. Этот статус позволяет открыть и тренировочные базы Соединенных Штатов Америки на территории Украины и получить то оружие, которое можно не получить еще 30-40 лет, ожидая вступления в НАТО, которое требует консенсуса всех 30 стран. Есть мнение украинского посла Оксаны Маркаровой, которая появилась накануне голосования, в котором было сказано, что страна, которая претендует на полноправное членство в НАТО, не следует обращаться за таким статусом. И, кроме того, сам же Юрий Швец, который поддерживает этот статус, говорит, что это, в принципе, не решение Конгресса, это решение исполнительной власти по закону Соединенных Штатов Америки, это решение может быть Байдена. Ваше мнение, необходим ли Украине этот статус, что вы об этом думаете? Это очень важный вопрос, который вы сейчас поднимаете. В принципе, этот вопрос давно уже поднимается, муссируется многими экспертами в политическом поле, как внутри Украины, так и вне ее пределов, включая в самих Соединенных Штатах. Я лично, когда это озвучивал, я всегда исходил из того, что есть опыт, нехороший, негативный опыт 2008 года, когда ПДЧ не получила Грузия, и которая подверглась вот этой самой аннексии со стороны России в 2008 году в августе. А эти обещания, так называемые, что когда-то вы вступите в НАТО, то есть уже прошло 13 лет, а возданы не там. Поэтому интересно, никто не задавался вопросом на Западе или в той же Грузии, или в той же Украине, а что было бы, ежели бы этот статус был бы у Грузии и этот статус был бы у Украины. Достаточно посмотреть на Израиль, Южную Корею, Японию и другие страны, которые имеют этот статус и которые сегодня четко получают все то, что они могли бы получить, как раз-таки имея этот статус, и что было бы достаточно для решения многих вопросов безопасности этих стран. Что касается, когда кто-то вот озвучит, я понимаю, посол Украины в США – это дипломат, она никогда не будет говорить что-то такое, что не будет нравиться, например, правительству США, и она никогда не будет говорить что-то такое, что идет вразрез внешнеполитическим приоритетам правительства Украины. Поэтому мы понимаем, что это все сделано исходя из той конъюнктурной информации, которой она владеет. То есть, а владеет она наверняка достаточной информацией в плане того, что США настаивает на том, что давайте акцент делайте на ПДЧ и продолжайте вот эту песенку долгоиграющую, которая уже сколько лет она продолжается. И вы в ближайшие годы вы не получите членство в НАТО. То есть я задаюсь вопросом, если я гражданин Украины, если мне в ближайшее время не светит это НАТО,
а у меня стоит агрессор. И у меня есть проблема конкретная территориальной целостности, которую я должен решать. Что я должен делать в этой ситуации? Если мне не дают ПДЧ, и я не стану членом НАТО, я же должен делать какие-то телодвижения. И второй вопрос, который здесь очень важен. Я когда смотрю, как вот голосует, например, Верховная Рада, да, вот, и мне это непонятно в плане того. Или же это голосуют не граждане Украины, а голосуют граждане Америки. Если бы это граждане Америки были бы, я понимал бы. А у Америки сегодня вот такой нарратив. Америка сегодня не планирует не принимать Украину в НАТО и не планирует, например, давать этот статус. Но это же граждане Украины, которые знают, что какая-то проблема стоит. Вы знаете, что вам ПДЧ не светит. Вы знаете, что вас не примут в ближайшее время в НАТО. И вот у вас агрессор. И вам говорят, есть такой вариант, попробуйте его. То есть вы, значит, не знаете, как надо работать с Соединенными Штатами. Да? Вот я гражданин США здесь живу, я вам говорю, как надо работать с Соединенными Штатами. Надо давить, надо влиять, надо использовать лоббистов, надо использовать всех возможностей, дружественные, расположенные к Украине, которые будут давить на исполнительную власть, на законодательную власть. У Украины здесь достаточно хорошая поддержка. И в том же Конгрессе, и в той же исполнительной власти. Там не все так однозначно, чтобы вы думали, в окружении того же Байдена или до этого в окружении того же Трампа. Совершенно неоднозначно. Это все-таки свободная страна, и здесь достаточно много разных подходов. Поэтому, тем более после этого фиаско, которое мы видели в Афганистане, сегодня очень многие хотят сохранить как-то имидж Америки. Если мы потеряли этот имидж там, и что вы хотите дальше продолжать в этом плане, вот Украина на этом должна играть. И вот давление со стороны Верховной Рады, если это Верховная Рада 100% приняла бы это голосование. Вот тогда бы я сказал, что там все граждане Украины, и эти граждане Украины думают об интересах Украины, а не об интересах Соединенных Штатов или Евросоюза. Вы понимаете? Граждане США в Конгрессе сидящие, они должны думать об интересах США, а не об интересах Украины. Вы просто должны их с ними работать, уговаривать, да? Чтобы они бы поняли бы, что интересы Украины совпадают с интересами США. То есть это не общая европейская проблема, а это общемировая проблема. Я вернусь к моменту о том, что вот сказал юрист Швец, о том, что это не парламентский уровень, это не задача законодательной власти. Закон Соединенных Штатов гласит о том, что это решение президента. Тогда решение Верховной Рады, оно все равно необходимо было бы как символическое, или достаточно обращения президента Зеленского за получением этого статуса? Не, ну, конечно, достаточно обращения президента Зеленского. Просто президент Зеленский и украинские политики, они действуют на основании украинского законодательства. Разве в украинском законодательстве где-нибудь написано, что мы не можем принимать какое-то решение, постановление и обратиться к какому-то парламенту, к какому-то конгрессу, к какому-то правительству? Вы обращаетесь с просьбой, вы же не обращаетесь с требованием. То есть это элемент, рычаг политического давления, да, то есть в хорошем смысле этого слова. То есть что президент Соединенных Штатов, он должен видеть единое мнение, консолидацию украинского общества. В том же парламенте же представлено как будто бы все украинское общество, да, и власть, и оппозиция. Да. Если вся украинское общество в этом вопросе едино, тогда, естественно, исполнительная власть здесь США, во главе с президентом, они, естественно, зададутся этим вопросом. А если они будут видеть, вот, например, вот это голосование, я президент Соединенных Штатов, как я буду вести? Я скажу там уже президенту Зеленскому, да у тебя в стране никто не хочет этого статуса. Что ты у меня об этом просишь? То есть это же должна быть позиция страны. Когда позиция страны, я всегда подчеркивал, сделать надо так, чтобы у президента Зеленского, его в зарубежных визитах, особенно в такие кабинеты, как здесь Белый дом, у него должна быть позиция не его партии, и не его личная. Это позиция Украины должна быть. Я сегодня не вижу этой позиции Украины. Вот кто-нибудь тогда из тех, кто проголосовал против, пускай они объяснят, какой же позиции они придерживаются. То есть вот однозначно, зная о том, что ПДЧ вам не светит в ближайшие годы, и вы в НАТО в ближайшие годы не вступите. И вы выступаете против особого статуса вне НАТО. И тогда как вы собираетесь сопротивляться агрессору, который на всей границе уже скопил свои войска, уже захватил часть вашей территории и планирует дальше эту экспансию усиливать? Как вы собираетесь решать политически этот вопрос? Более того, когда рядом в Евросоюзе он все скупил. Он купил с потрохами Францию и Германию, да, как вы видите, и которые буквально давят на Украину для того, чтобы занялись бы имплементацией этих Минских соглашений в украинское законодательство. То есть открытым текстом говорят, что эта имплементация – это потеря территориальной целостности. Вы уже ничего не сделали с Крымом, вы сегодня ничего не делаете с этим. Более того, та же Крымская платформа – это очень характерный момент для того, чтобы посмотреть, кого отправили туда,
Соединенные Штаты и Германия. В первую очередь. То есть те, которые вот Меркель и Байден, когда они общались, разговаривали, они наверняка это обсуждали с Кремлем, и каким образом кто туда пришел. Вот если бы туда пришел бы сам президент Байден, и туда пришла бы Ангела Меркель, которая за день до этого была в Киеве, а не осталась на этой платформе, тогда какие претензии ко всем другим странам? Если страны такие большие, главные, которые как будто бы не должны бояться, да, той же России, занимаются вот этими двойными стандартами, что делать тогда другим странам, которые еще больше тогда остерегаются, да, той же России и экспансии, если они являются ближайшими соседями? Поэтому, когда мы это все видим, это двойные стандарты, это лицемерие, это игра, это политика. И поэтому этой политикой занимаются здесь США. Я могу это понять. У них нет территориальных проблем, они могут это позволить себе. Но когда этим занимаются в Верховной Раде, я лично, как вот человек, сочувствующий Украине, потому что Украина достойная страна, и она ведет себя достаточно достойно на внешнеполитической арене. Плюс Украина сегодня является как будто бы вот тем самым мерилом, тем самым Рубиконом в той самой ангажированной политике борьбы автократии и демократии, которую ангажировал как будто тот же Джо Байден. Да? Вот сегодня они стоят на границе этого. Да? И как вы защищаете эту самую демократию, которая вот при вашем таком отношении в ближайшее время вы увидите, там ситуация станет еще хуже. Посмотрите на Грузию. В 2008 году, что было при Саакашвили, и посмотрите, какой откат сегодня мы видим в той же Грузии. Вы хотите этого же повторения? Вы хотите возврата Януковича в Украину? Вы этого хотите? Вы этим таким своим голосованием вы этого и добьетесь? Ну, мы понимаем, что голосов против не было, было не голосование фактически, да, провальность обеспечивается иногда неучастием в голосовании, и мы понимаем, что 240 голосов – это партия власти, партия самого Зеленского. Предполагаете ли вы, что сама американская сторона могла намекнуть Зеленскому о том, чтобы не простить этот статус, кроме того, что вы сейчас упомянули, что на Крымской платформе Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки были представлены плюс-минус одинаковым уровнем министров энергетики, министров экономики, даже не обороны и даже не иностранных дел, да, вот если говорить о двух ключевых министерствах, на уровне которых можно было бы заменить лидеров. В той ли ситуации сейчас Соединенные Штаты Америки, чтобы предоставлять самостоятельно этот статус, или, как вот некоторые политологи говорят, Байден сейчас для него приоритетно восстановление вот этого союза с партнерами, со старыми партнерами, с Францией и Германией в Европе, для того, чтобы убрать вот ту ситуацию, которая была, помните, со словами Макрона о смерти НАТО, вот смерти мозга НАТО, да, вот, по-моему, вот так звучали его слова, и для него приоритетнее сейчас вот это восстановление отношений с более крупными странами Евросоюза. Да, в принципе, это на самом деле так, и это мы видели вот последний визит Ангелы Меркель, вот решение по Северному потоку-2, который, естественно, весовые категории Украины и Германии несопоставимы с точки зрения Белого дома, и потому они сделали акцент именно в эту сторону. Ну, и вот этот визит президента Зеленского, как бы они не преподносили бы вот с точки зрения того, что это якобы это успех, да, и они хотели это показать на фоне фиаско в Афганистане. Это с двух аспектов, давайте. Это для президента Зеленского, я это всегда подчеркиваю, он сделал все то, что он мог сделать в этой ситуации. Он выше головы просто не мог прыгнуть. Кто бы ни был на его месте, он большего от Соединенных Штатов в данной ситуации не получил бы. Потому что, к сожалению, в нарративах внешней политики сегодня Украина, проблемы Украины и взаимоотношений с Россией Соединенные Штаты перепоручили своим союзникам в Европе, а в первую очередь Германии и Франции. И поэтому они с этими союзниками хотят восстановить те отношения, которые поломал тот же Дональд Трамп, и мы это видим открытым текстом. Да? К чему это приведет? Это приведет к усилению политики модуса вивенди, которую он также сам это заявил. Ангела Меркель рассчитывает на то, что ее заместитель займет ее место. Во Франции то же самое, как будто бы идут эти процессы. Россия в этом, наоборот, помогает. И я думаю, если вот это все сохранится, ну, вот эта проблема Украины, вот это на подвешенном состоянии, она также останется. Может быть, не будет дополнительной какой-то агрессии сегодня, потому что они как будто бы, Россия же тоже это устраивает. Россию устраивает вот именно такой подход Америки, Россию устраивает такой подход Франции и Германии. Поэтому Россия, раз они так ведут себя, Россия не будет усиливать свою агрессию. Но все то, что сегодня стоит,
оно будет в таком же состоянии оставаться, плюс увеличиваться будет давление на Украину из-за этих Минских соглашений. Украина вперед ни одного шага не сделает. Но назад она может сделать, в зависимости от того, как конъюнктура поменяется и как Россия будет в этом случае двигаться. Вы же знаете, Россия всегда, когда получает свое, отсиживается, потом идет в атаку. В 2008 году так было, они получили «Северный поток-1». После этого они подождали несколько лет, аннексия Крыма и так. И вот сегодня то же самое. Они пока получают ту ситуацию, которая им нужна. Раскачивать ее они пока не будут, потому что разберутся еще с Афганистаном. Но учитывая, что вот такую политику модуса вивенди, я так думаю, это все будет проблематично для той же Украины. Поэтому я говорил регулярно, могу в студии вашего канала также повторить. Ищите тех союзников, которые не боятся поддерживать открытую Украину и не боятся Россию. Я вам сказал, ищите их не в Евросоюзе, ищите их вне Евросоюза, но опять же в рамках того же НАТО. Великобритания, Турция, те же Соединенные Штаты. Имейте в виду, в Соединенных Штатах не все так однозначно. У Украины очень сильная поддержка в том же Конгрессе. У Украины очень сильная поддержка в гражданском обществе. Лоббистские структуры. Вы можете сделать так, что вот те, которые сегодня так рассуждают в исполнительной власти, вокруг президента Байдена тоже два течения. Одно вот за этот модус вивенди, а другое за то, чтобы вот получить этот статус. Я вам напоминаю анализ Atlantic Council, который был озвучен. И там одним из пунктов как раз-таки этот момент был зафиксирован. А кто зафиксировал его? Это мозговые центры. Это люди, которые работают непосредственно с Белым домом. Понимаете? Раз это уже было озвучено, значит, кто-то сторонник этого, значит, это просто усиливать надо. Это надо объяснять, потому что если Украина в этой ситуации не выдержит вот этого давления, потери Украины, вот это плацдарма, это аукнется Соединенным Штатам намного хуже, чем то, что произошло сегодня в Афганистане. Потому что проблема Афганистана будет заниматься сегодня и Китай, и Россия, и еще и Пакистан. Но проблемой Украины, кроме Соединенных Штатов и кроме России, больше никто не будет заниматься. Если Соединенные Штаты ею заниматься не будут, вы прекрасно понимаете, какие возможности тогда представляются у той же России. Евросоюз в эти вопросы вмешиваться не будет. Поэтому всегда, еще раз повторюсь, берите пример, изучайте опыт, недавний опыт Азербайджана. Азербайджан пошел этим путем. 30 лет Азербайджану никто не помогал. Ни Евросоюз, ни Франция, ни Германия, ни Соединенные Штаты, ни вот эта Минская группа ОБСЕ. И Азербайджан единственное, что не пошел на имплементацию вот этих минских, также в рамках договоров по формату там мадридскому, по казанскому 5+2. Азербайджан 30 лет играл с ними в эти кошки-мышки, вот, потому что они давили на Азербайджан, потому что они хотели, чтобы вопрос статуса был решен. И тогда бы Азербайджан потерял всю эту свою территорию. Азербайджан не пошел на это, готовился 10-15 лет, собрал союзников надежно и сделал то, что он должен был сделать. Украина почему это не может сделать, если Азербайджан это сделал? Украина по своим ресурсам в 5 раз сильнее того же Азербайджана. А союзники, они те же самые. И Великобритания ваш союзник, и Турция ваш союзник. И напомню вам, что тема Крымской платформы возникла после 2 визитов президента Зеленского в Лондон и в Турцию. И сразу после этого появилась тема Крымской платформы. Значит, вы понимаете, в этих странах на достаточном уровне эта Крымская платформа поддерживается. Усиливайте. Эти страны достаточно сильные. Вторая армия НАТО, постоянный член Совета Безопасности Великобритании. На этом фоне англосаксы, Соединенные Штаты, те же англосаксы, они никогда против Великобритании и Турции в этом вопросе не пойдут. Другое дело, они должны понять, что это общемировая проблема. А если в этой общемировой проблеме у вас в качестве союзников будет тоже Великобритания, та же Турция, а Великобритания и Турция это открыто вам показывают. А у Турции есть еще, сами понимаете, интерес, связанный с проблемой крымских татар. 3,5 миллиона их живет в той же Турции. И Турция в этой ситуации будет с вами так же, как она с Азербайджаном. Вы просто обществом и своей политикой это должны показывать. И когда это будет, я уверен, что и Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, вам не нужен Евросоюз, а тут и Израиль подтянется в этих вопросах. И тогда я не думаю, что в России эти головы, которые бряцают оружием, так сразу будут ура-патриотизмом заниматься. Они 10 раз подумают, что когда у них на границе будет стоять уже не та армия, которая сегодня у вас есть, а на порядок сильнее и в количественном плане, и в техническом плане. Потому что современная война не предопределяет наличие ядерного оружия. Вы видели, как Азербайджан
армия НАТО победила российскую армию образца Советского Союза. Единственное, маленькое уточнение, все-таки формально как бы азербайджанские территории были оккупированы не Россией, да, а здесь в ситуации с Украиной это напрямую Российская Федерация. Вот как раз вы, раз уж коснулись темы и Азербайджана, попытка аннексии Крыма и оккупация полуострова, она неразрывно связана с проблемой крымских татар, которые полностью, весь народ, коренной народ Крыма и Украины оказался в условиях оккупации, в условиях непрекращающихся репрессий. Возможно, вы знаете о вот последнем аресте первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла, который был участником крымской платформы. И буквально вот не прошло 2 недели, как его арестовали. Для крымских татар очень болезненно, что вот в таких инициативах по Крыму, в резолюциях по Крыму, мы сейчас говорим больше даже о моральной, наверное, поддержке, отсутствуют практически, кроме Турции, тюркский мир и мусульманский мир. И если хотя бы поначалу 14-15, где-то до 16 года мы видели позитивное голосование в ООН стран Персидского залива, это традиционные союзники Соединенных Штатов Америки, то сейчас и они голосуют нейтрально. Азербайджан обычно по крымской проблематике тоже голосует нейтрально. Азербайджан, мы тут шутили, что как бы нельзя сказать, что Азербайджана совсем не было, он как бы был и не был, потому что руководитель ГУАМа, это межгосударственная организация Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, азербайджанец по происхождению, вот он был представлен на крымской платформе, но Азербайджана не было. Мы не говорим уже о центральноазиатских, тюркских странах. Почему Азербайджан так осторожен в вопросе Крыма? Ну, во-первых, реплика по поводу того, что эта территория была не оккупирована Россией. Как вы думаете, 30 лет назад, почему тогда Азербайджан проиграл? Безусловно, фактически мы понимаем, кто стоял за Арменией, но формально, формально Россия, я так понимаю, хочет вернуть свое влияние и в Азербайджане, да, Россия теперь балансирует и хочет быть и с Азербайджаном, и с Арменией, вот как бы. И Уважаемый Осман Бей, их там нет, как в Донбассе, их там нет, так и везде, их там нет и 30 лет якобы и в Нагорно-Карабахском конфликте во время Первой войны и во время и сейчас. Вот сейчас их точно не было, они единственное, что оружие поставляли, ну потому что сейчас была Турция, а вот 30 лет назад Турции не было. И поэтому и России не надо было так открытым текстом, она также была, как будто бы Минской группы ОБСЕ, да, в качестве посредника. Сегодня мы увидели лицо другого посредника, той же Франции. Вы видели поведение этой же Франции. Поэтому давайте говорить не о том формально, а давайте говорить по факту. Да? По факту это то, что эта территория была оккупирована Россией, и Азербайджан сделал все то, что через 30 лет Россия не вмешалась. Вот Россия получила сегодня кусок своего пирога, да? И вот за этот кусок пирога теперь и Россия будет бороться, и все остальные будут бороться. И Азербайджан вместе с Турцией будет бороться. Не один, а Азербайджан вместе с Турцией. И вы живой, я живой. Иншаллах, мы это увидим, что будет в ближайшие годы. Мир меняется. Если Азербайджан сумел это сделать 95%, он это 5% тоже, я думаю, сумеет сделать. Просто это все тот самый процесс. И так надо работать на этом направлении. То, что я вам советую Украине. Я вас хочу вернуть к вопросу осторожности Азербайджана по крымской, да. Я теперь возвращаюсь, потому что это была реплика, чтобы зрители понимали, что там не все так, а там точно так же, там, как и в Донбассе. Ничего другого нет. Дальше когда мы говорили в самом начале, я вам сказал об осторожности США, об осторожности Франции и Германии. И вы также это подтвердили, да? Как вы думаете, если страны вот такие, члены Совета Безопасности, ядерные державы, которые вот как будто бы сегодня могут помочь той же Украине. Видите, как они осторожничают, да? Отправляют второстепенных людей на участие в этом. Как вы думаете, а все остальные, которые в тюркоязычном мире есть, как вы думаете, если эти страны так осторожничают, а эти, которые непосредственно сегодня очень намного сильнее зависимые от той же России, да, нежели Германия или Франция. Поэтому они также осторожничают. Азербайджан осторожничает в плане того, что у него непосредственно сейчас еще, вы видите, каждый день там стреляют, убивают, там как раз-таки непосредственно решаются проблемы. И в этих проблемах Россия играет как раз-таки типа модератора, да, кнута и пряника. И тем, и другими она старается здесь. Поэтому в данной ситуации, как вы говорите, я 100% знаю, что данный вопрос был решен на уровне президентов двух стран.
Украины и Азербайджана. И не только между этими президентами. Вы знаете прекрасно, как президент Зеленский сам озвучил, что на уровне президентов, премьер-министров и министров иностранных дел России, то есть президент Путин, Мишустин и Лавров, звонили всем коллегам своим за месяц, за два до этого и давили, оказывали соответствующее давление, лично встречались и говорили о том, что как они будут отрицательно воспринимать участие или неучастие тех или иных представителей. Поэтому на фоне этого мы видим представительство иногда второстепенных стран. А кто там сегодня четко проявил свою позицию? Опять же, заметьте, бывший соцлагерь, я имею в виду Прибалтику, там Польшу, которые однозначно знают, что такая угроза со стороны России. А Турция это весь тюркоязычный мир. Это и Центральная Азия, это и Азербайджан. Нравится кому-то или не нравится, сегодня все смотрят как раз-таки в этих тюркоязычных странах на зонтик, видит зонтик только в лице Турции. Последний вопрос. Если тюркоязычный мир осторожен очень, и ощущение, что он все-таки более российско направленный, на ваш взгляд, вот хотя бы на уровне, я не говорю всего общего населения, 100%, на уровне, скажем, национальных элит тюркоязычного мира, насколько крымско-татарская проблематика ее чувствуют и понимают, что под прессингом находится весь один из тюркоязычных народов, крымско-татарский народ, насколько для тюркского мира вообще эта проблема существует, так же, как, например, мы знаем о проблеме уйгуров, и она для нас существует, да, и, скажем, среди крымских татар очень было много критических замечаний в отношении действий Украины, которая отозвала подпись в поддержку уйгуров в угоду поставки какой-то партии вакцин. Насколько крымско-татарская проблема также близка для тюркского мира? Очень коротко, если можно сказать. Однозначно, все проблемы крымских татар сегодня, вы рассматриваете все это через политику той же Турции, потому что сегодня лидер тюркского мира – это Турция. Это не вот эти все бывшие советские тюркоязычные республики. Потому что Турция региональная держава, член НАТО, и она вот идет в фарватере этой политики. И тихо-тихо Турция подтягивает до своего уровня те или иные страны. Напомню, был такой лозунг: «Одна нация, две страны», касалось Турции и Азербайджана. Недавно, месяц назад, на Кипре турецком президент Турции уже сказал: «Одна нация, три страны». Я думаю, по мере экспансии такой турецкой, культурной, военно-политической, военно-технической, как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии, а она идет, и это вы видите, и выезды, и контракты, и очень многие вопросы. Это вялотекущий процесс. Если вы вспомните политику Турции за последние 10-15 лет, сравните с тем, что было 30 лет, вы видите небо и земля на 180 градусов. И в Турции уже ее 100 лет не было в Южном Кавказе, она здесь. И она также будет усиливать свои позиции в Центральной Азии. По мере усиления этого и риторика будет меняться. Вы самое главное обращайте внимание на риторику, которая исходит из Турции. Вот это самый главный критерий для вас должен быть. Потому что вам не нужен весь этот тюркоязычный мир, чтобы он пришел, там был представлен. Например, да, если там Турция представлена, если Турция даст Украине этот статус вне НАТО, как она дала этот статус Азербайджану, этого достаточно для всех, и для Украины, и для России, и для Запада, и для всего тюркоязычного мира. Потому что для кого этот статус дается? Против одного агрессора. Вы думаете, Россия боится всех центральноазиатских стран? Она боится конкретно тех, кто будет с ними бодаться. С ними бодаться могут на этой планете только несколько стран. И Турция одна из них. И поэтому Россия сегодня, посмотрите, риторика в отношении Азербайджана совершенно не та, которая она была, допустим, в 2016 году, и не та, которую она позволяет себе с той же Арменией, или не та, которую она позволяет себе с центральными азиатскими странами. Потому что там еще нету этого зонтика, а здесь этот зонтик уже есть. Вот по мере усиления риторика будет меняться. Поэтому, что касается крымских татар, не забывайте, что больше всех их живет как раз-таки в Турции. И для Турции это политический вопрос. Тот самый кредит, который она будет регулярно заниматься. То есть поэтому, как одна из соавторов этой крымской платформы, вы просто ее усиливаете, а все остальные подтянутся, это однозначно. Çok sağ olun. Это был Рамиль Синус, американский и азербайджанский политолог, который советует Украине все-таки получать статус особого союзника Соединенных Штатов вне НАТО, быть в этом однозначным и на парламентском уровне, и искать союзников и усиливать их в противостоянии с Россией, прежде всего в Великобритании и в Турции. У нас сейчас на прямой связи
Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям в 16-19 годах. Юсуф Бей, хайрлах шумар. Я очень плохо вас слышу, если можно погромче. Юсуф Бей, что смена? Слышите? Очень сейчас вот. Слышу, да. Отлично. 5 дней. Главная новость для АТР, для всей крымско-татарской среды. Хочется, конечно, чтобы это была главной новостью и для Украины. Пока нет ощущения, что это главная новость для Украины. Это арест первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Вот в воскресенье была, в том числе это ваша инициатива, пикет под российским посольством. Что дальше? Были предложения подключить к этому страны Крымской платформы. Было предложение представителей Егора Чернева от «Слуги народа» создать некую Украино-турецкую комиссию по освобождению политзаключенных. Ваше мнение, какой путь сейчас будет наиболее эффективен? Любые международные форматы, они связаны несколько бюрократизированными процедурами. Поэтому ожидать такой быстрой реакции, как это было, например, с Министерством иностранных дел Турции или с Госдепом Соединенных Штатов, это, то есть, те страны, которые так или иначе проблематику Крыма и проблем, которые связаны с оккупированной территорией, в повестке дня которых это обязательный вопрос. То, что касается активизации работы Крымской платформы, ну, смотрите, был только подписан указ президента об увеличении штата представительства президента, то есть регионального органа, создание там службы по вопросам Крымской платформы. Потом был презентован национальный офис Крымской платформы. Не совсем понятно, какого уровня и какой статус имеет этот орган. И сегодня говорить о том, что институционально Украина готова работать с теми, скажем, форматами, которые были разработаны на Крымской платформе, я не уверен, что это так. Только можно сказать, что вот этот кейс может дать и послужить катализатором для того, чтобы все эти форматы заработали. То, что касается инициативы по турецко-украинской комиссии по освобождению, знаете, Украина должна быть настолько субъективно-объективной в процессе или в вопросах оккупированных территорий, чтобы конкретно, обращаясь к своим партнерам, говорить уже о конкретной той помощи, которая необходима. Сегодня обменный фонд Украины совершенно пуст. Сегодня, скажем, санкционная политика Украины в отношении оккупированных территорий, юридических, физических лиц, которые действуют на оккупированной территории, совершенно, скажем, отсутствует. И сегодня создавать формат комиссии, в которой опять Украина превратится в просящую сторону и будет заискивать перед партнерами, я думаю, это не та ситуация, и это не будет делать чести для Украины в будущем. Если мы говорим, что это история в долгую, нам надо иметь определенную стратегию, нам надо иметь конкретные инструменты в этих вопросах и выстраивать свою политику так, чтобы наши партнеры считали за честь быть участниками всех этих процессов. Чухсаунус, это был Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по делам оккупированных территорий в 16-19 годах. А у нас вже на прямому зв'язку Федір Веніславський, народний депутат України від «Слуги народу», представник президента у Конституційному суді. Пане Федоре, чи чуєте ви мене? Доброго вечора. Так, доброго вечора. Експерти, зокрема Сполучених Штатів Америки, Раміс Юнус і колишній радянський розвідник, відомий Юрій Швець, які сьогодні коментували провал голосування вчорашнього в парламенті по зверненню до Конгресу, дуже розчаровані таким рішенням, незважаючи на те, що всі розуміють, що надання цього статусу союзника
Сполучених Штатів поза НАТО. Це рішення не конгресове, а ухвалюється воно за законом американським президентом Сполучених Штатів. Було важливо, на їхню думку, було показати це бажання. Тим більше обидва наших коментатори казали про те, що видно, найближчим часом ПДЧ і членство в НАТО України не світить. Чому, на вашу думку, не вдалося показати політичну позицію вчора по зверненню до Конгресу? Навпаки, на моє переконання, політичну позицію нашої політичної сили вдалося продемонструвати. Я, до речі, був одним із тих народних депутатів України, які поставили свій підпис під вимогою скликати позачергове засідання пленарної Верховної Ради України. Я робив це абсолютно свідомо, тому що серед моїх колег і в парламенті загалом тривалий час точилися дискусії з приводу того, потрібно чи не потрібно Україні укласти таку угоду про особливе партнерство, про особливого союзника України поза НАТО. І якраз вчора ми продемонстрували, що ці ідеї, вони на сьогоднішній день є, скажімо так, тими, які можуть гальмувати процес подальшої інтеграції України безпосередньо в НАТО. Тому що якщо ми візьмемо ті аргументи, які висловлені були Міністерством закордонних справ України, безпосередньо міністром закордонних справ, послом України в Сполучених Штатах Америки, то цей особливе партнерство, особливий союзник поза межами НАТО, він насправді надає менше можливостей, ніж ті безпосередні двосторонні угоди, які Україна з Сполученими Штатами вже уклала щодо в оборонній сфері, і найближчим часом восени, коли приїде міністр оборони Сполучених Штатів Америки до України, ще планує укласти. Тому наша політична сила абсолютно свідомо не голосувала за те звернення до Конгресу, причому не голосували як з точки зору стратегічного розуміння, що це може навпаки загальмувати інтеграцію України і набуття членства в НАТО і отримання плану дій щодо членства в НАТО, так і з точки зору безпосередньо тактичної. Тобто ви абсолютно правильно сказали, що адресат неправильно обраний, оскільки необхідно було звертатися не до законодавчої влади Сполучених Штатів Америки, яка ці питання не вирішує в силу законодавства Сполучених Штатів, а до виконавчої влади, безпосередньо до президента, які мають відповідні можливості. Але ще раз підкреслюю, що ми дослухалися рекомендацій і нашого комітету з міжнародних справ, які чітко озвучили свою позицію, дослухалися і представників Міністерства закордонних справ України, і свідомо проголосували жовтою кнопкою, утримавшись від звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки. А про яке гальмування руху до НАТО може йти мова, якщо навіть серед американських експертів було інтерв'ю напередодні візиту Зеленського до Вашингтону Джона Гербста, це колишній американський посол в Україні, який тепер називає такі дати, що раніше ніж за 20 років, а це американець, це не німець, не француз, американський посол. Раніше ніж за 20 років Україна навряд чи стане членом Північно-Атлантичного Союзу. І фактично, якщо ми бачимо, що у нас була готовність України в 2008-му в Бухаресті, ми чекали на ПДЧ, минуло 13 років, і нам зараз кажуть про 20, про яке гальмування йдеться мова, якщо цей би статус, як каже Юрій Швець, дозволяв би американцям відкривати тренувальні бази на території України, дозволяв би отримати ту зброю, яку без членства в НАТО можна було б отримати від американців, але ви її без членства в НАТО і без цього статусу не отримаєте ще 30-40 років. Чому саме зараз цей статус почав так лякати, і в чому гальмування, якщо про наші перспективи не певні навіть американці? Я хочу сказати знову ж таки, що це суб'єктивні точки зору експертів Сполучених Штатів Америки з приводу того, яким чином має Україна йти. Але треба пам'ятати про те, про що вчора за великим рахунком заявляли представники майже всіх політичних сил в парламенті, що стратегічний курс України, закріплений в Конституції, це курс НАТО. Що стосується розміщення тренувальних баз Сполучених Штатів Америки на території України, отримання зброї в рамках міжнародного співробітництва Україна-Сполучені Штати, то тут абсолютно немає ніякого взаємозв'язку між особливим партнерством і отриманням таких зразків зброї чи розміщенням тренувальних баз. На сьогоднішній день законодавство України, в тому числі Конституція статті 17, не містить жодних прямих заборон на розміщення іноземних військових формувань на території України.
Є положення з приводу того, що забороняється розміщення іноземних військових баз, але розміщення військового континенту, в тому числі Сполучених Штатів Америки, в тому числі для тренувань наших військових, жодних перепон на сьогоднішній день немає і бути не може з точки зору забезпечення обороноздатності, територіальної цілісності і суверенітету України. Більше того, я думаю, що всі знають, обізнані громадяни України, що і так інструктори Сполучених Штатів Америки, Канади, інших країн-членів НАТО і не членів НАТО, але з якими в Україні є дружні взаємовідносини, двосторонні договори, забезпечують підготовку наших військовослужбовців на військових полігонах України. І це жодним чином не ставиться в залежність від наявності якоїсь глобальної угоди про особливе партнерство чи про основного союзника поза межами НАТО. Тому це, знаєте, це суб'єктивні точки зору експертів, які намагаються якимось чином показати, що наша політична сила не голосувала чи голосувала жовтою кнопкою, утримавшись від голосування. Я вам скажу, що є чітка стратегія дій в плані взаємовідносин з Сполученими Штатами Америки. Як вже було заявлено після візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, готується ціла низка двосторонніх угод в сфері оборони. І я переконаний, що найближчим часом ці угоди будуть укладені, і Україна здобуде нові можливості протистояти агресії Російської Федерації з допомогою і зброї, яку надасть наш партнер Сполучені Штати Америки, і з допомогою тих навиків, які їхні інструктори, які будуть тренувати і тренують наших військовослужбовців, забезпечать Дякую. Менше хвилини до кінця ефіру. Одне питання, яке не можу вам не поставити, бо це новина номер 1 для кримськотатарського середовища. Дуже сподіваємося, що це має бути новиною для всього українського загалу. Це арешт окупаційною владою першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який впродовж цих 7 років, не покидаючи Криму, був публічним голосом того, що відбувається на півострові, був учасником Кримської платформи і виступав тут 23 серпня. І от спроба закидати їм якісь диверсії, яким чином Україна може зараз впливати на звільнення таких людей, і загалом як Україна має діяти зараз по зменшенню, скажімо, тиску російської влади до деокупації, чи можливі якісь нові санкційні ініціативи України, а можливо у депутатів є якісь свої ініціативи з цього приводу? Я думаю, що Україна, вона вже заявляє на міжнародному рівні про те, що Російська Федерація на тимчасово окупованій території України, на території Автономної Республіки Крим, продовжує систематично вчиняти військові злочини, злочини проти людяності, проти людства. І якраз оця громадський і суспільний резонанс, і в тому числі на міжнародному рівні, він є на сьогоднішній день тим фактором, який привертає увагу міжнародної спільноти до проблем з затриманням, з протиправними діями окупаційної влади проти кримських татар, які дійсно залишилися на тимчасово окупованій території і вільно висловлюють свою точку зору. Україна буде звертатися, і вже пролунали заяви з приводу цього інциденту, ганебного чергового інциденту з приводу арешту одного з лідерів кримськотатарського народу. І я думаю, що чим більше ми будемо закликати наших міжнародних партнерів до реагування на факти грубого цинічного порушення прав людини в окупованому Криму, тим більше буде цей санкційний тиск на уряд Російської Федерації, на очільників Російської Федерації. А все-таки, як би вони не говорили, не бахвалиться, що їм це жодним чином не заважає, воно істотно обмежує їхні можливості, воно істотно заважає, і вони відчувають дуже суттєвий дискомфорт з приводу тих санкцій, які застосовуються і з приводу держави, і з приводу конкретних посадових осіб. Тому я думаю, що Україна, звичайно, буде вживати всіх ціленаправлених дій. Я знаю, що зараз на рівні Міністерства закордонних справ вже розробляються конкретні кроки, які найближчим часом будуть озвучені. Дякую, Юрій Діславський, народний депутат України, слуга народу, представник президента в Конституційному суді. Вони Бугуньяна Єкюлендом, я сознан Ярн Куржем, Кеннеди Саад, Ондохозда, Кундус, Гульсум Халил Ал-Барачах, Саумс.